رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хвала Аллаху, который даровал возможность нам вновь увидеться в доме Аллаха Субхану ва Тааля и донести до людей истину, вам услышать и поступать и вам, и нам в соответствии с этой истиной, иншаллах. Сегодняшняя тема будет по просьбе многочисленных не скажу, но, наверное, я думаю, что это по просьбе, наверное, многочисленных людей будет, братьев, возможно, сестер. Когда пророк Мухаммад ﷺ сказал, самые тяжелые, самые, которые будут иметь на весах в судный день деяния, это, кто знает, что самое тяжелое будет? Благой нрав. Хуснул хулюк, сказал пророк ﷺ, что самое будет иметь большой вес в судный день, это хуснул хулюк. В другом хадисе пророк ﷺ говорит, «Акθару ма юдхилюль джанна такваллахи ва хуснул хулюк». Наибольшее, что больше всего человека вводит в рай, это такваллах, богобоязненность, ва хуснул хулюк. И опять благой нрав встречается. В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ахаббукум иляйя», самые любимые из вас для меня. «Ва акрабакум минни маджалиса яум аль-кияма», и кто ближе всех будет находиться ко мне, то есть к пророку, саллаллаху алейхи, в судный день, пророк опять назвал, не тот, кто сказал «Ля иляха илlallah», не тот, кто читал пятикратный намазы читал и так далее. Пророк, саллаллаху алейхи, сказал, «Ахасинакум ахляка», у кого самый благой нрав. Абу Зар аль-Ифари. Да, Абу Зар, ради Аллаху анху, однажды унизил Биляля. А кто читал сиру пророка салям, жизнеописание пророка, жизнеописание сподвижников, большая часть сподвижников, ну, может, больше, может, половина, были, как в лихие 90-е, пальцы веером, сопли пузырями. То есть вот такие люди были это, как в 90-е, бандитами были. Ну, тогда такого не было понятия пальцы веером, да? То есть тогда были вот такие бандитами, грабителями, убийцами, насильниками там, и так далее, и тому подобное. Вот. И вот они приходят в ислам. Приходят в ислам. Но человек... Вот есть же такие люди, говорят, например, я в мечеть не хожу, потому что мне нельзя туда. Спрашиваешь, почему тебе нельзя? Потому что я грешный. Ему говорят, субханаллах, тебе наоборот, в мечеть-то и надо приходить. Потому что дом Аллаха – это место, где ты очищаешься, где ты облегчаешь свою душу, а не то, что тебе запрещено. Наоборот, Аллах субхану ва тааля говорит, фафиру илаллах, бегите, торопитесь к Аллаху, пока не поздно. И вот один из таких сподвижников, Абу Зар, наша мечеть называется как раз Абу Зар. И был такой человек, Абу Зар аль-Афари, который был в свое время хулиганом, потом принимает ислам. И вот посмотрите, как человек из джахилии, то есть со времен невежества, разборок, убийств, грабежей, насилия и так далее, принимает ислам. Принимает ислам. И вот он становится мусульманином, сподвижником пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который услышал «Ля иляха илlallah, Мухаммаду Расулуллах», которого была борода, который выстаивал намаз, который все делал, который выходил на улицу и говорил, я буду читать Коран, что бы со мной ни произошло. И его били за это, за то, что он «Ля иляха илlallah» говорил, по улице ходил. Били. То есть, альхамдулля, хороший мусульманин. Но есть одно «но», о котором пророк, саллаллаху алейхи, ему дал знать. И вот посмотрите, каким он был, и как на него повлияют слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Однажды Абу Зар аль-Ифари, он уже был мусульманин, он уже был сподвижником, он уже читал намаз, он уже читал Коран, выстаивал ночные намазы,
совершал военные походы с пророком, все делал, все вот как мы сегодня, ну, за исключением некоторых вещей. Мы же тоже все, альхамдулиллах, намаз считаем, уразу держим, да? Вроде мы с ним похожи, с Абу-Заром. Но по сравнению с подвижником мы себя сравнить, конечно, не можем, но какие-то качества есть похожи. И вот однажды Абу-Зар аль-Гифари, радiyаллаху анху, Билалу аль-Хабаши сказал: «О сын чернокожий». Вроде бы ничего такого, как бы правильно же. Сын чернокожий, то есть сын негритянки. Как бы у него жена, мать действительно была негритянка, то есть проблем нету. Но вроде бы ничего, проблем нету, но он сказал: «Эй, сын негритянки, чернокожий». И Билал пожаловался посланнику Аллаха. И тогда пророк Мухаммад саллаллаху Абу-Зару сказал: «О, Абу-Зар, говорит, в тебе осталось невежество, то есть джахилия. В тебе осталось невежество, джахилия». То есть Абу-Зар, вот как сейчас разговаривает, это сленг есть же, блатной, там вот так разговаривает. Вот у него такой, только у них тогда не такой, как у нас был, а свой блатной разговор был. Там, и вот это считалось, то есть, эй, сын негритянки, то есть это унизил он его там, кто-то такой ниже достоинством. И пророк, саллаллаху, когда ему сказали, он сказал: «Абу-Зар, в тебе осталось невежество». И вот сегодня, сейчас продолжим этот хадис, сегодня среди нас есть такие мусульмане, которые вышли с 90-х, которые вышли из тюрьмы, которые жили на улице, и вдруг принимают ислам, отращивают бороды, девушки, например, одевают платки и так далее. Но когда ты слышишь их разговор, как они разговаривают, как они себя ведут, ты понимаешь, что они приблизительно то же самое, что вроде бы все изменилось в Абу-Заре. Не в мечети Абу-Заре, а сподвижник. Но в то же время в нем осталась джахилия, следы прежней жизни бандитской. Так же, как и у некоторых. По блатному разговаривают, кого хотят кидают, как джахилии, кого хотят обманывают. Этот чмо, этот нормальный, подразделения идут. Вроде себя кого-то сколачивают, там мои это близкие, а эти там другие. То есть то же самое, что и было при сподвижниках. И как только Абу-Зар аль-Гифари услышал от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «О, Абу-Зар, в тебе есть невежество», то есть ты не исправился полностью от бандитской жизни, в тебе есть вот этот жаргон и блатные высказывания, разговоры, ты ведешь себя не так, как должен вести сподвижник. И что сделал Абу-Зар аль-Гифари? Он пошел к Билалю аль-Хабаши, подошел к нему, положил свою голову на землю и сказал: «Наступи на меня». «Наступи на меня», говорит. Он сказал: «Я не буду этого делать». Он сказал: «Наступи, ибо я тебя унизил», говорит. «Отомсти мне, чтобы в судный день это не осталось. Наступи на мое лицо», он сказал. А сегодня, посмотрите, вот некоторые братья, они могут кого-то оскорбить, кого-то унизить, послать на 3 буквы и так далее. Они чувствуют, что это нормально, потому что это чмошник, его можно послать. А когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Аль-муслиму ахаль-муслим», мусульманин брат мусульманин. Аллах Та'аля в Коране говорит: «Иннамаль му'минуна ихва», все верующие это братья. Не имеет значения, хороший он или плохой. Все братья. Ты можешь его не любить, это твое личное дело. Ты можешь с ним не общаться, это твое дело. Но, как сказали ученые, сохранение ухува, то есть братства, является ваджибом, то есть обязательно. Ты должен хотя бы с ним здороваться, при встрече с ним улыбаться, альхамдулиллах, делать за него дуа, чтобы он стал лучше, исправился и так далее. Вот это должно быть братство. Вот этого братства сегодня у нас нет. И вот те братья, есть и сестры такие, которые вышли, скажем, из грязи. Их Аллах субхану ва тааля, как Аллах говорит: «Юхриджуху минат зулумати иля нур», Он вывел их из темноты к свету. Разве? А когда человек выходит к свету, при свете все его ошибки и недостатки сразу становятся видно, нежели в темноте. Почему? Потому что когда люди до ислама жили, они не видели своих минусов, не видели своих недостатков, что они кого-то могли обмануть, кинуть. Это было обыденным делом. То есть это все так делают. Но как только человек принимал ислам, сподвижники, они сразу раскаялись в том, что они делали в прошлой жизни. Как 90-е там и так далее, я уж примерно говорю. То есть то, что было тогда, ты это все должен выбросить и зайти в ислам уже с чистой душой.
Тебе хочется кого-то послать, но ты понимаешь, что ты не тот человек, который был вчера, который мог на 3 буквы послать, а который мог зуб выбить и так далее. Нет, который вчера мог кого любого кинуть, но сегодня этот человек тех, кого кидал, после принятия ислама, идет к тем, кого он кидал, и говорит: извините меня, пожалуйста, я принял ислам, и моя религия велит вернуть то, что я вас кинул, обманул. И он ему все возвращает. И люди впоследствии, глядя на его поступки, сами принимают ислам. Вот такие мусульмане должны быть сегодня. А мусульмане, сами мусульмане приходят и жалуются. Вот буквально вчера, позавчера мне говорят: Хазрат, выступи, пожалуйста, про братство. Нет у нас братства среди мусульман. Так обидно, говорит. Особенно вот эти, кто с 90-х вышел, с тюрем вышел, у них вот эти блатные разговоры, жаргоны, никуда это не ушло. Они свою грязь вместе с собой в ислам привели. Но это неправильно. То есть человек должен полностью измениться, совершенно перевернуться с головы на ноги и жить нормальной, мусульманской, чистой, красивой жизнью. Просто исправиться. Взять пример с Абу Зара аль-Гафари, который, как только услышал от посланника Аллаха: в тебе есть невежество, нехороший нрав, он сразу же исправился. Умар ибн аль-Хаттаб был очень жестким человеком, справедливым, но жестким. Да? Даже он, когда принял ислам, он собрал людей, кого смог, и публично сказал: знаете же, что вы все меня знаете. И все сказали: да, Умар, мы тебя знаем. И вы знаете, что я принял ислам. Я стал последователем пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И моя религия велит, чтобы я отдавал то, у кого, если я что-то взял, если кого-то обидел, вы можете возместить это сейчас. Вот мое тело, вот я перед вами. Кого я ударил, ударьте меня. Кого я унизил, унизьте меня. У кого, если я что-то взял, скажите, и я отдам это. Вот так люди принимали ислам и менялись кардинально. Они могли бы сказать: альхамдуллях. Пророк саллаллаху же сказал: аль-ислам яджубу макабля. Ислам прощает все, что было до ислама. Но люди на этом не успокаивались, они переживали. Вот именно разница между сподвижниками и нами в чем? Что они даже приняли ислам, они все равно переживали: а что будет с моими грехами? И вот этот страх перед своими грехами их возвысил. Пророк Мухаммад саллаллаху что сказал? Лицемер, когда видит грехи, он думает, что это муха, которая садится ему на нос, и он отгоняет: брысь отсюда, брысь. А верующий, признавая, вспоминая свои грехи, видит, как будто гора зависла над ним и готова на него обрушиться. И он продолжает каяться и каяться. Когда пришли некоторая группа людей и сказали: о посланник Аллаха, Мухаммад, мы настолько грешные, что если наши грехи возложить на обитателей земли, то все погрязнут в этих грехах. Не было такого греха, который бы мы не совершили. Если это распитие спиртных напитков, мы пили. Если это было прелюбодеяние, мы были прелюбодеями. Если было воровство, мы были ворами. Если это было убийство, мы были убийцами. Если это было рэкетирство, то мы были рэкетирами. И перечисляли все свои, грубо говоря, в этом слове «мы самые грешные люди», они назвали, имея в виду вот это все. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, получил от Аллаха субханаху ва тааля вахай, то есть озарение. То есть что им сказать? Пророк не знал, что сказать, потому что же пророк никогда не говорил по прихоти своей. И тогда Всевышний Аллах сказал: «Куль, скажи им, Мухаммад». Что сказать, Господь мой? «Я ибади аллазина асрафу аля анфусихим», о рабы мои, которые приступили против самих себя, то есть которые жили в убийстве, в грабежах, в ростовщичестве, прелюбодеянии, совершали страшные грехи, и которые по моей милости вышли к свету ислама, скажи им, что я милосерднейший из милосердных. «Ля такнату мир рахматиллях», не теряйте надежду на милость Аллаха. «Инна Аллаха яфиру зунуба джамиа», поистине Аллах прощает все грехи. «Иннаху хуа гафуру рахим», Аллах поистине прощающий и милосердный. Аллах готов простить кого угодно. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда был погублен Фир'аун с его войском, Джибриль алейхиссалям сказал пророку Мухаммаду: «О Мухаммад, если бы ты видел, как я брал ил со дна моря и затыкал рот Фир'ауну, дабы милость Аллаха не коснулась его». То есть, если бы Фир'аун в тот момент
сказал бы «Ля иляха илляллах, Муса Расулуллах», то Аллах бы его простил. Другая история в завершение, когда Муса алейхиссалям походил по улице, к нему постоянно встречался один человек, который унижал Мусу, порочил его религию, его пророчество и высмеивал его. И каждый раз он его так встречал, и каждый раз он его унижал. То есть тот человек был джахилем. И посмотрите, как поступил Муса. Муса на него разгневался и не знал, что сделать с ним. И тогда он воззвал к Аллаху и сказал: «Господь мой Аллах, есть человек, который ходит по земле и унижает твою религию, порочит меня как пророка и пророчество и так далее. Так накажи же его». Накажи же его. И здесь вы сейчас, братья, должны сделать, и мы, и вы, сделать правильный вывод. Посмотрите, Аллах сказал: «О Муса, его наказание я предоставляю тебе. Поступи с ним так, как ты захочешь. И если ты прикажешь небесам, чтобы на него осыпались камни, то эти небеса осыпятся и убьют его. Если ты прикажешь его венам остановиться, то его жилы застынут, и он умрет. А если хочешь, прикажи земле, и земля поглотит его». И вот посмотрите, пророк Аллаха Муса алейхиссалям, когда ему предоставилась возможность выбора, что бы он сделал? Простит или накажет? И Муса тогда сказал, когда увидел этого человека, встретившегося, и он продолжал на него кричать, и Муса сказал: «О земля, поглоти его!» И этот человек до колен проглотила земля его, по коленах провалился. И этот человек испугался и сказал: «О Муса, прости меня, я больше никогда так не буду делать, пожалуйста». Но Муса, которым овладел гнев и ярость, он продолжал: «О земля, поглоти его! О земля, поглоти его!» до тех пор, пока он полностью не ушел под землю. Он ушел под землю и задохнулся и умер. И тогда Всевышний Аллах сказал: «О Муса, как же ты черст! Какое черствое у тебя сердце! Если бы этот человек попросил бы у меня прощения, то я его простил бы». Вот посмотрите, насколько Аллах милосерден сегодня. И я хочу сказать, что у вас сегодня из грязи, из тюрьмы, из 90-х, из других мест Аллах Субхану ва Тааля как пылесос высосал, вытащил и дал вам возможность сегодня поклоняться Ему, то как в таком раби Аллаха, в таком человеке, как под названием мусульманин, может оставаться блатные разговоры, бросать, кидать, обманывать, поступать несправедливо, берут в долг: «Дай мне, пожалуйста, в долг, я тебе через неделю отдам». Ты ему говоришь: «Альхамдулиллах, бери, брат». Проходит месяц, ему звонят: «Брат, ты мне должен был деньги». «Да что ты мне надоел уже, что ты мне все время звонишь? Будет время, отдам». А когда ты брал-то, ты же нуждался, и я тебе радость принес. И я хочу, чтобы ты мне тоже радость возврата денег сделал. Долг платежом красен. Вот такие у нас сегодня, к сожалению, мусульмане. И это все причина безнравственности, отсутствие страха перед Аллахом, и что завтра вы будете отвечать перед Аллахом. Пусть Аллах Субхану ва Тааля сделает нас благонравными, пусть Аллах Субхану ва Тааля сделает нас богобоязненными, иншаллах, искренними, чтобы мы действительно понимали, что такое братство. Это должно быть братство. Вот посмотрите, в стае волков. Последний пример, вот просто случайно вспомнил. Показывали жизнь диких животных. Вы представляете, стая волков. И среди этих волков больные волки есть, 1 или 2. Вы знаете, как они идут? Они не бросают там: они слабаки, сдохнут и так далее. Впереди идут вожаки, посередине идут больные, а другие идут сзади. Вы можете это представить, как Аллах Субхану ва Тааля заложил фитру волкам? Что больные идут посередине, чтобы если кто-то отстанет, задние их помогут, поднимут, как-то поддержат. А впереди идущие показывают дорогу и сопровождают. Вот это как бы пример среди животных. Иногда даже примеры животных являются для нас, для людей, как один сказал, самые ужасные животные на земле — это люди, которые все губят своими руками. Поэтому пусть Аллах сделает нас из числа праведных и богобоязненных своих рабов, которые будут любить Его и Его посланника, и которые Аллах будет любить нас, иншаллах. И чтобы самое тяжелое, что мы смогли унести из этой дуни, это был благой нрав, иншаллах. И пусть Аллах обрадует нас всех своим джаннатуль фирдаус аля раем, иншаллах. Амин. Я сказал то, что сказал. Если это истина, то от Аллаха Субхану ва Тааля.
А если же я в чем-то ошибся, то это от меня и от шайтана. Я прошу прощения у Аллаха, просите вы, поистине Аллах.